Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. Выпускник Аграрного университета. Сегодня это не только высококлассный специалист в области сельского хозяйства, но еще и предприниматель. Вот такой тренд развития выбран руководством Башкирского государственного аграрного университета. И в нашей студии его ректор — это Ильдар Габитов. Ильдар Смагилович, здравствуйте. Добрый день. Работа идет на опережение, это очень правильный тренд. Вот скажите, пожалуйста, у вас в университете даже создан институт инновационного развития. В чем состоит основная задача? Сегодня мы живем в очень динамично меняющемся мире, и, конечно же, требования к выпускникам и к вузу, естественно, тоже должны соответствовать современным реалиям. Поэтому мы создаем соответствующие структуры, которые нацеливают наших выпускников на адаптацию, а также полную реализацию своих возможностей в условиях меняющегося мира. И Институт инновационного развития – это своего рода проектный офис, который помогает молодым людям, также нашим сотрудникам, для того, чтобы быть в теме всех новаций, которые есть в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе, но не только в теме быть, но и помогать им в развитии своих предпринимательских компетенций. Раньше таких компетенций они получали в период своего уже дальнейшей работы. А мы сегодня... уже как-то. Да, практики. А мы теперь уже целенаправленно создаем структуру, которые помогают реализовать проекты, которые востребованы сегодня на производстве, соединяем практику производства с реальной отдачей. Для этого есть Институт инновационного развития, который помогает и проводит различные стратегические сессии, соединяет производство и наших студентов. А у студентов, вы знаете, у них креативы, у них творчество, у них пытливый ум. И вот получается достаточно серьезные, будем говорить, результаты могут быть. И есть. Вот стратегические сессии. Кто присутствует? Надеюсь, что работодатели, действующие непременно. предприниматели. Это и работодатели, и научные учреждения, и прежде всего те люди, те производства, которые заинтересованы будь то повышение производительности, будь то в создании новых разработок, внедрении их. Поэтому основа-то в чем? Основа сейчас развитие вот этих предпринимательских компетенций, это научные разработки, они должны отвечать требованиям производства, внедрения. Не вурно работают наши научные, а для того, чтобы реальная отдача была от научных проектов. Поэтому этими занимается институт. Стратегические сессии именно с участием научных учреждений, ведущих, будем говорить. Мы же технологический вуз, у нас нет фундаментальных каких-то, может быть, исследований. Раньше было, сейчас уже мы создаем такие центры, но вот привлекаем партнеров и с очень высоким научным потенциалом, и наших аграрников. Вот помимо идей, вы поддерживаете ребят еще и тех, кто участвует в грантовых конкурсах? Непременно. У студентов различные идеи возникают. Ну, не секрет, что студенчество на сегодня у нас – это самая прогрессивная часть молодежи. И наша задача – правильно направить их энергию, их потенциал в правильное русло. Кто-то находит себя в спорте, в творчестве. Это у нас система отработана. Мы являемся вот в ВУЗе ведущим вузом в области спорта, творчества в Республике и в Российской Федерации. А вот мы сейчас упор делаем как раз на разработку и внедрение их научных инноваций, их творческих кружев. Для этого выделяются различные гранты. И мы участвуем в этой грантовой работе. Мы знаем, что гранты есть и Росмолодежи, и наши республиканские гранты. Есть гранты по линии студенческих специализированных отрядов и так далее, и так далее. Всячески приветствуем участие вот в таких проектах. И есть соответствующие победители, но и грантовая поддержка же есть в Российской Федерации. Это
поддержка студенческих, предпринимательских инициатив. Это стартапы. Вот Институт развития как раз ведет это и курирует стартапы от начала идеи до реализации их. И в этом получаются очень неплохие результаты. У нас есть ребята, которые на 1 миллион создали свое дело и дальше успешно реализуют свои проекты. За 3 года вот мы уже более 35 проектов провели. Ну, давайте это, может быть, коротко. Вот, растениеводство, животноводство. В чем ребята видят больше интерес? Вы понимаете, у них интерес... У нас же очень много факультетов, очень много направлений в сельском хозяйстве и в животноводстве. Очень интересные есть... Что выгоднее всего? На сегодня. Вы понимаете, сельское хозяйство сегодня многоукладное. Есть большие холдинги, есть середняки, так называемые, есть фермерские, есть индивидуальные предприниматели. И вот в соответствии по этим направлениям и реализуют проекты. Например, в растениеводстве создают различные проекты, связанные с мини-сити-фермерами, то есть производством различных продукций в климатических камерах. И эти стартапы, Егор вот у нас он проводил. В области животноводства, например, по выработке, по размножению интересных, эксклюзивных, будем говорить, земноводных, ящериц различного цвета, вида и так далее. Эти проекты у нас есть. Есть проекты, связанные с карбоновой тематикой, с реализацией проектов, которые ставит нам президент и наш глава по карбоновому полигону Республики Башкортостан. Он один из 15 карбоновых полигонов, Евразийский карбоновый полигон, так называемый. И здесь тоже наши ребята находят свое применение по снижению следа выбросов углекислого газа в окружающую среду. Ну вот как раз это же касается гранта Росмолодежи, который вы выиграли для того, чтобы разработать целый экскурсионный маршрут, который рассказывает о том, вот какой углеродный след оставляет человек в ходе своей жизни. Откуда такой интерес? Это актуально сегодня? Сегодня очень актуально. Вот мы живем с вами, посмотрите, климатический вопрос становится на сегодня одним из величайших проблем, которые требуют решения в глобальном мире. И здесь наш университет не в стороне остается. Посмотрите, лозунг нашего университета: нам доверено заботиться о земле. Земля с большой буквы. И, конечно же, наши ребята, наши студенты участвуют в этой тематике. Вот, кстати, Алия Шамсудинова как раз выиграла этот грант, и вот эта экологическая тропа, она имеет своей целью вовлечение молодежи, начиная даже со школьного возраста. Это уже профориентация. И не только профориентация, в проблематику, которая стоит перед нашим населением, перед нашим земным шаром, нашим обществом. Вопросы снижения и выбросов от автотранспорта, и как снижается количество оксида углерода в атмосфере посредством действия растительности, это и лесов здесь же есть. Далее мы приучаем, здесь как раз в ходе этой экологической тропы, да, смотрим, как нужно заниматься раздельным сбором отходов. Это тоже очень важные направления. Природно-климатическая лаборатория у нас очень мощная создана на фундаментальном уровне таком. Мы определяем выбросы и декарбонизацию, то есть аккумулирование свободного оксида углерода из воздуха в растениях, в почве, в земле, в лесе и так далее. Вот эти вот вопросы мы раскрываем и показываем нашим абитуриентам. Ну, вы очень здорово расширяете горизонты именно в плане того, чтобы как профориентологи работать, для того, чтобы сегодня школьники, вот как они могут попасть на эту экскурсию, для того, чтобы прийти, пообщаться, посмотреть, вдохновиться? Конечно, мы целенаправленный этот проект в рамках профориентационной работы. Прошло уже более 1000 школьников, не говорю уже о студентах, об иных наших ребятах, которые приходят в университет. Это прежде всего связано с тем, чтобы наши будущие поколения понимало роль природы, роль их в обеспечении нормального функционирования нашего окружающей среды.
мы, вот эта вот экологическая тропа, она у нас работает в летний период, конечно, в летнее время, но по заявке мы всегда готовы в университете провести соответствующую экскурсию, соответствующую, открыть эти тропу для классов. Что и мы проводим, в принципе-то. У нас вот в республике порядка 130 агроклассов мы создали. Обязательно агроклассы, они с районов, со школ приезжают и знакомятся в рамках посещения университета также и с этой тропой. То есть график, он в летнее время полностью открытый, а в зимнее время мы уже по времени, по индивидуальному графику можем провести. Потому что ряд территорий находится на открытом воздухе. Но у нас есть и в экологической тропе след и животные, которые происходят. Это крупнорогатые животные, это мелкотоварный скот. Это тоже один из моментов, которые создают, будем говорить, метан и СО2. Представляете, какой вы задел создаете? То есть в головах у школьников рождаются такие проекты, и мне кажется, что во время обучения в университете у них уже готовый стартап, который они могут начать еще со студенчества. Непременно. Вот некоторые стартапы начинают уже с первого курса, второй, третий, дальше они развивают свое дело. Магистерские работы, которые вот мы проводим, магистерские и конечные, 4-й курс бакалавра, стартап как диплом, так называемый. Проект есть в системе Министерства образования и науки. Мы тоже планируем к 30 году, мы как участники, кандидаты в участие в приоритет 2030. Это вот вы знаете, да, что у нас в республике 4 вуза, 3 вуза вошли в этот проект. Мы тоже, вот сейчас кандидаты, как раз и один из проектов связан с тем, чтобы наши студенты, уже начиная с первых курсов, занимались уже проектной деятельностью с предпринимательскими компетенциями. Спасибо огромное, Ильдар Смагилович. Очень четкие и правильные точки роста выставляете. Очень хочется, чтобы вот этот вектор, который вы формируете, вокруг себя объединял действительно не только студентов и преподавателей, но и работодателей, к которым ребята придут уже с готовыми идеями. Совершенно правильно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Ректор Башкирского государственного аграрного университета Ильдар Габитов был гостем программы «Интервью». Оставайтесь на БСТ.